Вот о чем хотим поговорить. Иностранцам здесь не место. Наша страна вместе с другими государствами тоже закрыла границы на въезд для граждан иных стран. И тут мгновенно возникло, знаете, очень много сложностей. Например, тревогу первыми забили российские застройщики. Мол, без мигрантов они не смогут просто в срок сдать уже начатые объекты. На которые кто-то уже взял ипотеку, там кто-то рассчитывает их купить. Да. А в строительстве сейчас, по данным Росстата, работают почти 6,5 миллионов человек. И основная сфера, где трудятся, это основная сфера, где трудятся приезжие, вот те самые иностранцы. Там и квота на мигрантов самая высокая в экономике. Компании могут нанимать до 80% иностранной рабочей силы. Девелоперы говорят, что им это выгоднее. Труд приезжих на 25-30% дешевле. Ну и, собственно, оплачивать за них приходится только патент в 5 тысяч рублей. Ну, удобно. понятно, конечно. Россияне Недорого. дороже, естественно, обходятся. И по зарплате она выше должна быть, и по выплатам в пенсионный фонд. Там ведь еще получается плюс 30% сверху. Строительство, клининг или уборка по-русски. Жилищно-коммунальное хозяйство. Там тоже очень много мигрантов. Ну, что еще? Давайте вот помогайте, подсказывайте, какие отрасли могут пострадать. Давайте подумаем вместе. И, кстати, готовы ли наши российские сотрудники занять эти рабочие места? Звоните, высказывайтесь. Мы в прямом эфире и представим нашего гостя. В студии у нас сегодня и сейчас Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. Вадим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Сразу давайте обратимся к нашей аудитории, запустим СМС-голосование. Как вы думаете, без мигрантов обойдемся, да или нет? 5445 в конце этой получасовки подведем итоги. Вадим Викторович, кроме строительства, где у нас еще мигранты? Ну, у нас все, в общем-то, массовые сегменты сейчас достаточно активно заняты мигрантами. Это и такси, это курьерские все доставки, это клининг, о котором уже говорилось, это, безусловно, строительство. Огромное количество их работает в сфере обслуживания и как официанты. То есть, вот, проще сказать, где их нет. Хорошо, Это с теми, госслужба. кто въехал и уже работает, что с ними сейчас будет? Они же здесь Будут внутри продолжать страны? работать, да. Не, на самом деле ситуация не так как бы страшна, как ее малюют. Особенно то, что вы сейчас говорили про строителей, я бы с этим не стал соглашаться. Те люди, которые строят Так это многоэтажные... не мы сказали, Ну, строители, да. Ну, тревогу. как бы хорошо. Смотрите, ситуация какая. У нас есть сезонная миграция, да, которая, безусловно, вот сейчас начало некого сезона, к которому относится дачное строительство, соответственно, всякие садово-огородные работы, надо там кому-то что-то ремонтировать, заборы, копать грядки. И вот действительно мигранты на этот вид сезонных работ должны вот начать приезжать прямо сейчас. Вот в течение... И они этого сделать не смогут. И они этого сделать не смогут. А те, кто работает на стройках у девелоперов, они как сейчас работают, так и будут работать. То есть у девелоперов, может быть, если им вдруг летом, не знаю, на новые объекты нужны новые люди, то вот придется подождать до 1 мая, пока закончится этот объявленный, да, наш карантин. А те, которые работают сейчас, они же никуда не деваются. Более того, они даже и деться не могут. Вадим Викторович, это если смотреть на ситуацию, что называется, в моменте. Вот она сейчас такая, какая есть, и 1 мая, как вы рассчитываете, этот карантин, эти меры будут прекращены. Это А вовсе если не все факт. Я рассчитываю, что продолжится, а если, ну хорошо, если так, то все прекрасно, собственно говоря, сохраняется эта ситуация, все будет нормально. А если этого не произойдет? Мы просто видим, вот на самом деле сегодня уже третий по счету за последние неполные 1,5 недели обвал на рынках, да, страдают в том числе, кстати говоря, и такие крупные бизнес-структуры, как девелоперы, да, застройщики. Мы видим, и как так все далее. меняется. Как Политическая меняется курс обстановка. валют, Да, а у мы нас. помним, когда Да. последний раз скакал доллар, рубль там и все прочее, мигранты уезжали, говорили, что нам теперь здесь невыгодно работать. Вот если все пойдет дальше по нарастающей. Ну, тут очень сложно прогнозировать. Более того, даже опытные экономисты считают, что прогноз – это вещь неблагодарная, и угадать хоть сколь-нибудь точно практически невозможно, это чаще всего случайность. Ситуация какая, что месяц, вот этот апрель, ну, конец марта, да, и апрель, я думаю, что радикальных каких-то проблем из-за того, что у нас перекрыты границы, не возникнет. А если мы говорим про то, что у нас упал рубль, ну, это уже как бы вопрос же не в миграции, вопрос, что у нас нефть, да, упала, соответственно, из-за того, что с ОПЕКом не договорились. Вопрос в том, что эти люди прочее. лишатся рабочих мест. И Они все окажутся равно в уехать не сложном смогут. Я думаю, что они будут все работать. А это, простите, не угроза? Нет. Безработные мигранты Причем на улицах безработные наших это городов. наоборот. Только что же говорили, что у них есть опасность, что их не будет хватать. Так что они все будут с работой. Не так много Если хороших работать новостей девелопером. приходит. Вот одна хорошая новость, не по теме, но неважно. Покупатели успокоятся через неделю. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов считает, что россиянам уже негде хранить гречку. Ну, Это видите, правда, да. все налаживается. Нам Если звонит... только, да, погреб там кто-то не... Нам звонит Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Добрый. Вот мое мнение такое. Если сейчас строительные компании на уровне государства установят хорошую зарплату и будут строители российские получать
квартиры в новостройках, отбоя от строителей российских не будет. И ПТУ установится строительное. Вот, это первое. Второе, по поводу ЖКХ вы затронули. Раньше дворники получали служебные квартиры на 10 лет. Отработал 10 лет, переходил в муниципальный. Пусть вернут. Ни одного дворника иностранца не будет. Все займут москвичи. Но жадность наших руководителей, ну уж извините. Ну вот да. и все, вот все мое мнение. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Пишет, кстати, вот что Россия без мигрантов обойдется, Москва нет, потому что, ну, действительно, в провинции на самом деле не такой большой рынок работы, да, для приезжих иностранцев. Но есть еще похожие агломерации. Екатеринбург, я думаю, будет иметь проблем больше, чем Москва. Почему? Ну, там определенные сферы, они настолько плотно как бы уже погружены в это дело, что когда, например, 1,5 года назад вышло распоряжение, что нужно поменять водительские права, иначе нельзя работать в такси и водителями автобусов, Екатеринбург сильнее всего пострадал. Хорошо, давайте еще рассмотрим, ну, такое популярное, например, в городе явление, как няня. Вот как быть с такими уже совсем самозанятыми, которые сами на себя работают и являются при этом мигрантами? Вообще, сколько у нас вот этих людей в столице? Ну, у нас, к сожалению, вот эти все люди, они в теневом секторе. У нас никто не учитывает, сколько нянь. У нас более-менее посчитаны люди, которые работают, там, не знаю, в том же такси, хотя бы учитывают какой-то Яндекс там и так далее. Вот. А нельзя точно сказать, сколько у нас нянь. А я расскажу чуть про другое. Вот я сейчас как раз еду из Главного управления по вопросам миграции, потому что наш колл-центр, ну, у нас вот в Федерации, вы знаете, работает колл-центр с 8 утра до 11, каждый день принимает кучу звонков. Вчера, сегодня был просто вал звонков, что нам делать. И вот, собственно, я сейчас с огромного там супер расширенного совещания. Завтра к обеду выйдет распоряжение, оно опустится везде, с точки зрения, что карантин считать достаточным основанием для продления срока пребывания. То есть многие же у нас, например, по визовому режиму, вот приехал человек, у него виза на 2 недели, все, он встрял, он уехать не может. Соответственно, если виза закончится, это будет миграционное нарушение. Вот. Соответственно, признали, что карантин будет считаться основанием для того, чтобы продлять визу, ну, на тот срок, на который необходимо. То же самое касается иностранцев из безвизовых стран, которые приехали здесь просто, как вот им дали миграционную карту на границе, это все будет продляться, то есть не будет никаких нарушений, не будет никаких сложностей, и в связи с этим потом каких-то там, будем говорить, санкций, да, то есть все могут спокойно находиться. И те же самые няни, то есть у нянь практически нет сезонного фактора. То есть реальная вот отрасль, которая может пострадать, это отрасль, которая как-то близка вот к садово-огородному как бы, да, направлению, будем так говорить. Остальные все, Кстати, они все да, здесь. Кстати, сельское хозяйство, между прочим, да, действительно. Ну вот. Это и Давайте есть, подключим к нашей беседе еще одного эксперта. Михаил Ленчук у нас на связи, специалист фонда «Хамовники» по миграционным проектам. Михаил Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Михаил Сергеевич, может быть, мы вот сейчас в обсуждении упустили какие-то нюансы? У вас вообще какой взгляд на складывающуюся ситуацию? Ну, ситуация складывается следующим образом. Я в основном занимаюсь миграцией из Молдавии и в Молдову, отвечаю за эту группу мигрантов. И они сейчас практически полностью закрыты в России. То есть, поскольку Украина закрыла въезд для иностранных граждан, и также они не могут добраться домой и европейским маршрутом, и также закрыты все авиасообщения, они кратковременно закрыты на территории России, но продолжают работать, продолжают исполнять свои контракты, свои договора, либо просто находиться на территории России. Вот я не знал то, что принято решение о продлении временной регистрации, потому что также некоторые информанты говорили, что их это очень беспокоит, поскольку их временная регистрация заканчивается, и они, в принципе, не могут пересечь границу, чтобы получить новую миграционную Михаил справку. Сергеевич, есть какая-то ярко выраженная профессиональная специализация, например, граждан Молдавии? Вот чем они занимаются в России в основном? Ну, женщины, мигранты часто работают в сфере услуг и в сфере сиделок и нянь. А мужчины традиционно работают в строительстве, но также формируют свои частные бригады и не всегда работают на крупных девелоперов и часто работают самостоятельно. Скажите, Михаил Сергеевич, а вот тот валютный курс, который сейчас складывается, он для выходцев из Молдавии, он остается выгодным для работы в России, для того, чтобы здесь продолжать оставаться? Я думаю, нет. Я думаю, что когда все ограничения на границе будут сняты, возможен отток мигрантов из Молдавии и переориентирование их на европейский рынок, в частности на Италию, Румынию.
Ну да. из-за нефтяного курса. Нет, дело в том, что Италии нынешний пока валютный опасно курс, мне всё-таки. кажется, и работодателям, то есть там российским семьям, да, которые нанимают, может быть, граждан Молдавии на какую-то работу, он тоже им не выгоден, да, и, в общем-то, ситуация какая-то патовая. Но семьи-то платить больше не смогут, на самом деле. А Безусловно. люди все равно переводят свою национальную валюту. Поэтому я и спрашиваю. Спасибо. Спасибо. А Михаил Сергеевич Ленчук у нас был на связи, эксперт фонда «Хамовники» по вопросам миграции. Я поддержу, кстати, вот ситуацию, которая связана с молдаванами. Вчера застряли 12 автобусов на нейтральной полосе между Россией и Украиной. И вроде как до сих пор они там стоят. Но вот это не точно. Но вчера была большая паника на эту тему. То есть их из России-то выпустили. А эту ситуацию Украинцы не никак не пустили решить, и назад. Ну, а я не знаю, вот если 12 автобусов, ну даже тупо там человек по 40, это 500 человек на нейтральной полосе, вот я не знаю, выпустили или нет, мы там тоже созванивались, но я сегодня целый день на совещаниях просто не узнавал, чем в итоге все закончилось. Но идея была такая, что то есть их выпустили из России, Украина их не пустила, и в Россию их назад тоже не пустили, потому что уже как бы все. И вот я не знаю, чем все закончилось. Нам звонит Василий из Санкт-Петербурга. Василий, здравствуйте. 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 Я говорю о том, что если бы была бы моя, например, воля, я их вообще бы сюда не пускал, в Россию. Ни узбеков, ни таджиков. Потому что самим россиянам рабочих мест нет. Зайдите в магазин. Как зовут еще раз Узбеки, нашего таджики. Василий. Да. Василий, звоните к нам, в Федерацию мигрантов. Нам сейчас нужно 9 тысяч человек. Мы не делим узбеки, не узбеки, нам нужны работники. Смело звоните, всех трудоустроим. Василий, согласны? Это, кстати, какие Василий уже вакансии? отключился. Вакансий, наверное, порядка сейчас 15 разных вакансий. Ну, зовите и порядок цифр, Ну, зарплат просто какая. сфера деятельности Ну, смотрите, какая, да? мигранты сейчас в среднем работают от 30 тысяч, меньше уже давно не работает никто, от 30 до 60 это и сферы обслуживания, рестораны, какой-нибудь там, условно, KFC, это комплектовщики на складах, какая-нибудь пятерочка. Это в Москве. Нет, не только. В Нижнем Новгороде сейчас очень интересные вакансии есть на завод по производству кабелей, электрики для автомобилей, там какие-то жгуты Да. собирают. Очень много всего. У нас будет сейчас вот в связи с большим расширением федерации, мы открыли сейчас филиал еще в Таджикистане, там делаем предвыездную подготовку. Много Мне вот интересного очень на самом деле. интересно, а каким образом вы узнаете об этих вакансиях? Вот, Работодатели Волшебно. обрывают телефоны на самом деле. То есть Они больше... именно вам звонят, да? Ну, не мне лично, они звонят в офис, говорят: добрый день, мы очень хотим встретиться с руководителем федерации, нам нужны работники, таких очень много А звонков. почему они не звонят в центры занятости наши? А Почему что там? центры занятости не звонят тем, кто там без Смотрите, вот работы сидит или у я кого расскажу. с У меня в работой 2006 году была большая типография. Я занимался издательским бизнесом, ну не издательским, вот полиграфическим бизнесом. У меня работало там порядка 200 тетенек на ручных работах типа комплектовки, что-то еще. Тогда многие вещи были не автоматизированы, это было все ручками. Вот. И мы, естественно, звонили в центр занятости местный, там районный, да, это было в Подмосковье. Вот. Нам присылали каких-то там помятых алкашей, которые говорят: отметочку здесь поставьте, что мы вам не подходим, чтобы с нас пособие не сняли. Вот. Центры занятости — это прям такая печаль, что туда звонить смысла никакого. Нам же нужны работники. Человек, который действительно готов, может работать, он всегда найдет работу. В России огромный спрос Хорошо. на рабочую силу. А если он хочет пособие получать, он будет его получать. Вот и Вадим всё. Викторович, хорошо, но какие-то альтернативные структуры существуют, но они существуют исключительно для того, чтобы найти место рабочее для мигрантов, а для россиян что-то вот такого. Мы не рода, разделяем как мигрантов ваша россиян. федерация. То есть, Ну, всё. простите, из вашего названия этого не поймешь. Вы Это понятно. президент Федерации мигрантов России. Да, но- Поэтому наверняка вам звонят люди, которые ищут именно, ну, так скажем, подешевле рабочую силу. Вряд ли вам кто-то говорит: слушайте, Вот вот в Ярославле есть какие-нибудь местные там с постоянной регистрацией, да, вот готов, зарплата такая-то, а? Вот смотрите, мы будем Наверное, летом... не звонят же. Я запланировал, на самом деле, на лет, я думаю, тут большой инфоповод, и, наверное, к вам я по нему тоже потом бреду. Мы запланировали большое исследование с точки зрения, во-первых, зарплатных ожиданий. Мы, по-моему, встречались с вами уже здесь в студии по поводу того, что зарплатные ожидания мигрантов уже выше, чем у местных, да, жителей. А я хочу сделать большое исследование, опять же, мне они врать не будут, по поводу реальных доходов. Вот этот миф, что мигранты работают за копейки, мне очень мешает жить. Потому что это давно не так, они все нормально зарабатывают. То есть они зарабатывают наравне с местными, потому что, опять же, огромное количество сфер, где можно работать, там везде сделка. Вот он сидит в Яндекс.Такси, водитель, грубо говоря, или там какой-нибудь Get, Uber, там неважно что. Вот ему Яндекс, грубо говоря, за эту поездку дает столько денег. Яндекс же не смотрит, узбек, он русский, там, киргиз и так далее. И так везде. Комплектовка на складах, там тысячи людей. Сколько ты сложил в коробочке, тебе план как бы посчитали. И все везде так. То есть там нет какого-то разделения, что ага, вот такой паспорт, такая зарплата, такой паспорт, другая зарплата. А нарушение трудовых прав, там рабочий день не 8, а 18 часов без выходных. Это сделка, субботу, это воскресенье. сделка. Вы как бы идете на это, и Понятно. там... То есть не совсем по закону о труде.
Не в этом плане. У нас нет такого в законе, что вот нельзя больше 8 часов работать. Вы заключаете договор ненормированный рабочий день, работать с утра до вечера и все. Но подождите, это но не законно. больше 40 часов в неделю. Нет, Ненормированный нет такого. рабочий день. Мы знаем, у нас вот он как раз ненормированный. Все. И вам более Не того, больше по 40 закону... часов в неделю. Да нет такого ограничения на 40 часов в неделю. Этого нигде, ни в законе, нигде. Более того, смотрите, если у вас в трудовом договоре прописано, что ненормированный рабочий день, именно ненормированный, Да. то вам не подлежит доплате ненормированное время. Вы почитайте Суббота, трудовой кодекс. воскресенье оплачиваются этим людям? Это если сделка, они сколько работают, столько и получают. Подождите, слушайте, вы прям Секунду, открываете подожди. глаза. То есть у нас нет закона о труде, ночных смен, переработки свыше 40 часов, работы Больше 40 выходные. часов нету. Выходные Ничего оплачиваются нет. дополнительно, безусловно. Может, вы по разным законам на труде работаете? Ну, у нас есть трудовой кодекс, Я он имею в виду, один. там, допустим, наш отдел кадров и ваш отдел кадров. Вадим Я Викторович, готов. возможно, Причем вы правы. дивный новый мир. И многим россиянам стоит связаться с Федерацией мигрантов России. Нам вот пишет Волгоград, зарплата в городе в основном 12-15 тысяч Вот. рублей. За 30 на любую работу согласны, но столько не платят. Но вы позвоните в Федерацию мигрантов России. Складывается ощущение, что вы вот, многие, да, в России себя чувствуют как в гостях. Да? Но это Давайте так и есть, сейчас потому что послушаем нашего Сергей зрителя. из Пензенской области, кстати, многие же приезжают на работу в столице именно из регионов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел сказать насчет иммигрантов. Я с 2002 года ездил в Москву, 15 лет отдал работе в Москве, работал и на стройке, вот, везде. Тогда не было столько иммигрантов. Ну, были единицы с Украины, с Белоруссии, вот. Но как-то ездили все русские, все российские граждане, вот. Работали, зарабатывали, все устраивало. Вот. Во-первых, деньги оставались в нашей стране, не выводились по республикам бывшим, даже за границу не уходили. Работали и китайцы, и единицы, но работали. Сергей, а Работали почему ситуация так поляки. изменилась, мигрантов стало больше? Это потому что у нас так прям уровень жизни в стране поднялся, у них упал, или вообще в чем причина? Такая ситуация была, когда российским жителям, нам вот, была регистрация в Москве и Подмосковье. Вот. В Москве и Подмосковье нам три дня давалось, чтобы мы зарегистрировались. А украинцам, вот с нами, и таджики, узбеки работали, им давалось 3 месяца. Вот. Поэтому и, во-первых, зарплаты нам надо было платить побольше, а приезжим вот этим иммигрантам им платили, можно сказать, копейки. Да. Вот поэтому и такая ситуация. А первое время, вот я 3 года уже, 4-й год не ездию, вот в Москву и Подмосковье, вот, а 15 лет отъездил туда. А вы согласны Ну, с нашим гостем в том, что вот кто хочет найти работу, тот ее найдет, а кто не хочет, тот вот найдет какую-то причину и будет Я сидеть с вами на пособии? совершенно согласен, но почему-то сейчас большинство, я не какой-то там ненавистник другой нации или что ли, вот. Русских сейчас не берут на работу. Дешевле взять иммигрантов, узбеков или таджиков. Поняли вас. Да, Спасибо, Сергей. Ну, кстати, Вадим Викторович, на самом деле все-таки расходы на рабочую силу иностранную и российскую разные, действительно. Ведь вы за иностранца платите только патент, а за Нет, россиянина еще и 30% этих Вы за иностранцев отчислений. платите ровно то же самое, плюс патент, и там существует, опять же, сложность, что, смотрите, вы с него удерживаете 13%, плюс он параллельно платит патент, получает двойное налогообложение. По факту ему должны на уровень оплаты патента компенсировать эти 13%. Это происходит очень криво, и фактически они платят и 13%, и патент, потом пытаются получить частичные 13%, в итоге бросают все это дело, и деньги остаются. Тем более по поводу вывода денег из страны. Да, безусловно, если берем абсолютные цифры, это там миллиарды долларов, которые сразу всех очень возбуждают к диалогу. Да? Но если мы посмотрим, то в среднем получается, что один мигрант в месяц, если брать вот совсем, да, по закону больших чисел, что вот очень точно и можно говорить, это $250 мигрант отправляет домой в среднем в месяц.
Вот. То есть, соответственно, надо точно говорить о том, что он здесь оставляет больше денег. Конечно, деньги выводятся, тут никто не говорит, но они не настолько глобальные. Да? У нас ежемесячно, по-моему, там под 50 миллиардов долларов выводится просто. Я вот просто цифры не помню, то ли что-то 30, то ли 50, ну большие цифры, да. А мигрант это в месяц, да, то есть в год там 300, 400, 500. А мигранты в год выводят 12. Ну, то есть это несравнимо с тем выводом, который происходит. И вы должны понять, вы правильно сказали, патент надо заплатить. Самый дешевый хостел, 6 тысяч рублей в месяц, да. Что-то надо хоть чуть-чуть покушать, ну, минималка какая-то, да, патент уже сказал. Вот, там, связь хоть какая-то минимальная, домой позвонить, еще что-то. То есть мы считали, что вот по нашей оценке 22 тысячи рублей – это некий минимум, который мигрант точно оставляет здесь, он меньше просто не сможет. Прожиточный минимум мигрантов. Абсолютно. Знаете, какой прожиточный минимум в нашей стране установлен? Да? Нет, ну это же мы говорим... 12 130 рублей. Да, но там человеку У нас не надо меньше. патент платить, правильно? И жилье, скорее всего, у него есть. А тут надо платить патент, надо раз в год слетать туда-сюда, купить билет, потому что раз в год надо выехать, да, по закону. Нужно оформить патент, его оформление стоит, там, грубо говоря, 15-18 тысяч. Вот если это все поделить, вот у нас получалось 22 тысячи рублей, если он зарабатывает, это ноль. Давайте итоги подведем нашего вопроса. Итоги Мы опроса. спрашивали зрителей, без мигрантов обойдемся, да или нет. Да, сказали 91%. Еще давайте Что-то звонок. не дотянули, сейчас в прошлый быстро. раз 94 было. Быстро Да? У нас еще есть звонок Марины из Самарской области. Марин, здравствуй. Здравствуйте. Хорошая область. Здравствуйте. Мне бы хотелось развеять некоторый миф, который сложился вокруг иностранной рабочей силы. На самом деле стройки, большие объекты не обойдутся без иностранной рабочей силы по одной простой причине. У нас нет столько неквалифицированной рабочей силы, как это называется, подсобные рабочие, либо рабочие без специального образования. Их нужно в большом количестве. Я знаю эту подноготную изнутри, поскольку я являлась кадровым работником большой иностранной компании, которая строила в Тольятти огромный ритейл-центр. Что, Марина, и наши не хотят прям работать? Я вам скажу, что по поводу заработной платы это миф. Они получают и российские граждане, и таджикские, и узбекские одинаковый заработок в час. Я могу открыть секрет. 3 года назад это было 80 рублей в час. Одинаковые. Местные жители за такие деньги работать не хотели. Плюс у них отсутствует дисциплина, потому что на такую работу приходят люди, которые не могут найти себя, не могут найти постоянную работу. И поэтому работодателю гораздо проще работать с иностранцем, которого привезли, оплатили патент, заселили их в гостиницу, накормили, и они отработали 3 месяца. Это жесткая дисциплина. И иностранные застройщики, они работают только с иностранцами. Может быть, для вас это не Марин, вы секрет. думаете, что если бы нашего россиянина из какого-нибудь небольшого городка привезли, значит, в Москву, поселили, накормили, да, показали рабочее место, он бы не согласился работать за эти деньги? Нам тут многие зрители пишут, что они рады были бы. Караулить, вышли бригады или не вышли. У иностранцев такого не случается. Сразу с таким человеком расторгается договор, и его увозят. А у них там семьи. Дисциплина в первую очередь была среди иностранных граждан. Среди российских Да. я увольняла каждую неделю русских. Ну, Да, Марина, спасибо, вы Марина. меня не убедили, это ваше мнение. У нас у всех могут быть разные мнения, пожалуйста. Собственно говоря, это мнение зрителей. Да. Да. Мы не обсудили вопрос, но у нас уже, к сожалению, нет на это времени. Готовы ли наши россияне, собственно, занять эти рабочие места? Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении. У нас в студии сегодня был Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. Спасибо. А через несколько минут